Здесь издавна сошлись пути двух культур – Востока и Запада. Старинные стены Казанского Кремля. 5 часов утра. Первый намаз. Конечно, намаз у Кремлевской стены увидишь нечасто, только в дни знаменательных событий. Сегодня, 19 июня, именно такой день. В Казани открывается первый Всемирный конгресс татар. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. Hürmetli yazıcılar, jurnalistlar, корреспондентлар, дорогие товарищи, корреспонденты, журналисты, все, кто находится в этом зале, позвольте начать нашу работу, пресс-конференцию, посвященную Первому Всемирному конгрессу татар. Уже состоявшаяся накануне пресс-конференция показала, что конгресс – событие далеко не заурядное. Трудно найти область или республику в пределах СНГ, где бы не жили татары, и все они послали своих представителей в Казань. На конгресс приехало более 1100 делегатов, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, из Турции, США, Австралии, Японии, Финляндии, из Восточной Европы и Средней Азии. Да, судьба разбросала татар по всему земному шару. Как сохранить язык и свою культуру? Оказать друг другу взаимную поддержку? Вот главные вопросы, стоящие перед нацией и Конгрессом. Не случайно время работы Конгресса совпало с ярким самобытным праздником Сабантуем. Для всех народов, живущих в Татарстане, Сабантуй уже давно стал праздником всеобщим, стал даже праздником как-то привычным. А вот для гостей, делегатов Конгресса, все было откровением. Да и устроители праздника постарались, подготовили разнообразную программу. Тут тебе и вековые традиции, и вторжение современности. А уж скачки — всегда захватывающие зрелище. Лучшим наездником оказался Александр Янушевский,
он выиграл главный приз скачек мини-трактор. Венец праздника — национальная борьба кэреш. Приятно было увидеть здесь первого президента Республики Татарстан Ментимира Шариповича Шаймиева. Когда приезжает много гостей, это всегда много встреч, порой совсем неожиданных. Вот что рассказывает кинорежиссер из Москвы Юлдус Карамышева. Вы давно здесь на Конгрессе? Весь Конгресс с самого начала. Да. Но совершенно потрясающий сюрприз, да, произошел на этом Конгрессе. Я встретила здесь человека, о котором читала и делала фильм 30 лет тому назад. Ильдар Абу-Идриси. Документальный живой человек, который в 1944-1945 году, когда Муса Джалиль с его единомышленниками был в тюрьме в Берлинской, этот тогда совсем молодой человек не побоялся, приходил в тюрьму, вносил передачи. Мало того, он в то время просил своего отца, известного ученого, немецкого даже, и они обращались с официальной просьбой к муфтию, главному муфтию Берлина, с тем, чтобы облегчить судьбу Джалиля и его соратников. Не был Ja. Munda ziyelishni bik yaratam, munda bik halek, her kim bik yaxshi keyfda, her kim. Мне здесь очень нравится. Все в отличном настроении, все с радостью и доброжелательно общаются друг с другом. Такого прекрасного праздника в Германии я не видел. Men size Tatarça söyleyeceğim mi yoksa Tatarça cevap vereyim mi yoksa Tatarça cevap vereyim? Ya. Здесь удовольствие встретиться с деловыми людьми Татарстана. Did you manage to meet business people of Tatarstan here? Ya benim onda Представитель деловых кругов Америки. Это мой 4-й приезд сюда. Здесь, в Татарстане, мы начали переговоры о совместной работе с руководителями Татнефти, терминала, завода «Электроприбор», с Елабугой. Начали работу в этом направлении. Хорош был праздник. Но Конгресс — это не только отдых и развлечения. Это серьезная работа. В рамках Конгресса состоялся ряд встреч за круглым столом. Обсуждалось 15 актуальных тем. Это и история татарского народа, проблемы развития культуры и образования, жизнь татарской иммиграции, перспективы развития экономики и бизнеса. В наше время резкого обострения межнациональных отношений нельзя сказать, что над Казанью абсолютно безоблачное небо. Из трибуны Конгресса и из уст ораторов на стихийном митинге раздавались призывы к решительному обособлению от России, к созданию собственной армии и валюты, известный набор требований сил крайней национальной ориентации.